Добрый вечер, меня зовут Ирина Ефимова, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Для нашей огромной республики с ее территориями транспортная связанность – это вопрос стратегической важности в любое время года. Зимники, переправы, самолеты, вертолеты, железные дороги – все это требует пристального внимания, любые изменения в этой сфере вызывают бурное общественное обсуждение. Оно и понятно. Люди хотят с комфортом добираться домой к родным, водители торопятся в срок доставить грузы, а крупные предприятия ждут поставок самолетами, железной дорогой, рекой. О том, как развивается транспортная система в регионе, сколько строится дорог, какие изменения и почему ждут жители самого большого региона страны, об этом сегодня поговорим с моим гостем, министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Владимиром Тивцевым. Владимир Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с самого актуального на сегодняшний день вопроса сразу начнем. С паромных переправ, не только паромных, но и на подушках, да, с цен на них. Традиционно в межсезонье цены подскочили, конечно, население недовольно. Что происходит, как формируются цены и как вы их регулируете или почему вы их не можете регулировать, почему дорожает? Да, Ирина, вы абсолютно правильно заметили, что наша большая и огромная территория, она, безусловно, требует ускоренного развития транспортной инфраструктуры, вообще связанности территорий. И основным, так скажем, направлением работы и задачей, там, условно говоря, миссией и моей, и меня здесь поддерживает и правительство, и глава республики Асен Сергеевич Николаев, это, безусловно, строительство мостовых переходов для того, чтобы исключить сезонность при переправах. Да? И нужно отметить, что межсезонье сегодня как раз такой период, как раз когда еще навигация уже закончилась. Ледовая переправа еще не открыта. Да, идет активный ледоход, а ледовой переправы еще нету, лед недостаточно еще промерз, и ледовая переправа еще не обустроена. Вот в этот период действительно мы испытываем самые такие пиковые нагрузки, проблемы, когда многие жители или перевозчики, значит, предприятия не успели завести в период стабильного функционирования паромной переправы, завести свои груза, переправиться на ту или другую сторону. Конечно же, в этот период возникают наиболее такие пиковые нагрузки с повышением, в том числе, в первую очередь, затрат перевозчиков, да, и, соответственно, что влияет, конечно же, на тарифы по перевозке. Если говорить о паромной переправе, то навигация на реке Лена в районе города Якутска завершилась. И что значит завершилась навигация? Это значит путевые работы, да, установление знаков, тролление, углубление, обслуживание, в общем, водных путей, оно прекратилось, как бы, да, администрация Ленского бассейна. И, соответственно, но... то есть навигация закрылась, паромы... Да, паромы для большего числа паромов, других судов, соответственно, уже запрещено ездить. Могут ходить только суда, имеющие соответствующий класс, ледовый класс, то есть допускаются. И сегодня... А их немного? Да, безусловно, их немного. Это соответствующий допуск, значит, регистровый, да, надзорным органом, то есть регулятором в этой связи, Росморечнадзором. И, соответственно, не все суда могут ходить. Это мы уже про воздушные подушки говорим? Нет, я говорю про паромы. Про паром. Да? Вот. И в этой связи, соответственно, с учетом активного ледообразования, густого ледохода, значит, и в связи с необходимостью все-таки завести грузы, в первую очередь для жизнеобеспечения, народно-хозяйственные грузы, значит, паромная переправа продолжает работать, но уже не регулирует тарифы на эти перевозки, не регулируются. Ну и, соответственно, работают только паромы ледового класса.
И буквально недавно, может быть, в соцсетях гулял тоже ролик, как осуществляются эти перевозки, да, и таких роликов в принципе много, и кто сам переправляется на паромах, как бы понимает, как это на самом-то деле сложно. И вот на сегодня, например, на паромной переправе Нижний Бестях-Якутск работает 2 парома, 2 баржи, соответственно, с применением 2 буксиров. То есть привлекаются дополнительные суда для, значит, работы. Ну то есть приходится платить не только за сам паром, но и за буксир. Да, и за буксир, который сопровождает этот паром. Вот. Безусловно, это отражается на затратах перевозчиков, и, соответственно, тарифы, безусловно, растут. Эта работа, она там проходит у нас как бы постоянно, соответственно, для того, чтобы все, кто не успел, может быть, не попал там 1, 2, 3 дня какие-то сроки и, соответственно, успел переправиться, а может быть, еще и обратно успеть. Вот. Но и нужно сказать, что в прошлом году, например, навигация закончилась 18 октября, далее, значит, работала уже с ледовым классом в межсезонный период, и завершила работу 28 октября. В этом году позже, в этом году, да, с учетом затянулась. температурного режима, с учетом обстановки, ледовой обстановки на реке, соответственно, сегодня она еще работает. И завтра, 31 октября, она еще будет работать. И если позволит лед, а я не поленился сегодня посмотреть погоду, в том числе ночной период, еще пока 16 градусов, ниже 20 будет уже 2-3 ноября. И, скорее всего, 1 ноября, возможно, перевозки могут быть на этом участке, паромная переправа будет еще работать. Вот. Но, скорее всего, уже 1 ноября паромная переправа закончит работать, и уже паромная переправа уже будет работать на более коротком участке. Это не Нижний Бестях, Адаркалах, да, Якутск, а, соответственно, на участке Жатай-Техтюр. Там более короткое плечо, именно непосредственно по руслу реки. Соответственно, ну и, безусловно, там будет работать 1 паром с ледоколами также, которые тоже в том числе уже будут работать в серьезных льдах, как бы пробивать эти льды, и, соответственно, тарифы также там не регулируются. А вот вы сказали, тарифы в это время вы отпускаете? Да, они не обсчитаны, в данный период, а это вот кодексом водного транспорта это обозначено, что государственное регулирование тарифов может проходить только в период навигации. Если навигация завершена, то это регулировать государство не может. Да, это установлено законодательством, да, и, соответственно... И они ставят цены, как хотят. Не как хотят, значит, в цены входят затраты на, соответственно, привлечение дополнительных судов, таких как буксир. По сути, буксир работает для того, чтобы лед постоянно толкать, он работает практически круглосуточно. Вот, те, которые капитан Бородкин, капитан Бабичев, которые привлекаются вот на Жатай-Техтюр, вот, они работают круглосуточно. С учетом стоимости дизельного топлива, соответственно, и затраты вот, на обслуживание, в том числе в ледовой обстановке, да, этих паромов, все это закладывается в тариф. Соответственно, но еще раз, эти перевозки, они осуществляются в целях только жизнеобеспечения. Да, если кому-то из частных лиц там, и гражданам нужно переправиться, то, ну, соответственно, есть определенный там тариф. Более того, данные перевозки осуществляются на коротком плече, ну, специально, чтобы не толкать большее количество льда. Вот. И это требует дополнительных средств по обустройству подъездов в пойменной части, которая ежегодно затапливается, да, и, соответственно, от уровня воды зависит также обстановка. Где-то нам нужно
2-3 трубы бросить и закатать это все, засыпать это все инертным материалом, да, чтобы машины могли проезжать. Но обустройство причалов, опять же, ежегодно. И это все, конечно, входит в себестоимость этих перевозок. Ну, почему-то ежегодно ежегодно повышение, ежегодно возмущение, ежегодно как будто бы... Да, как будто бы на самом-то деле всех оповещаем, это ежегодно в этот период возникают такие перевозки, но на самом-то деле, те, кто... себестоимость возрастает. Жители, да, вообще, да. жители, в принципе, которые здесь живут, они знают, что в этот период действительно возрастает цена. Планируют свои поездки как бы заранее и, соответственно, ждут обустройства ледовой переправы. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстом сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Владимир Михайлович, параллельно перевозками занимаются суда на воздушных подушках, аэроботы. Но там цена вообще 5000 в один конец, причем берут наличкой, то есть туда-обратно съездить 10 тысяч рублей. Народ говорит, что это обдиралово. Здесь нужно, завершая тему паромной переправы, нажатая техтюра, она традиционно будет работать порядка, до 20-х чисел ноября. В прошлом году это было 24 ноября. Но в этом году все тоже будет зависеть от природно-климатических условий, какая будет температура и какая обстановка будет на реке. Что касается судов на воздушной подушке, то тут, когда суда на воздушных подушках, нужно отметить, что они, по сути, имеют плоское дно и резиновую основу, да, соответственно, эти перевозки, тарифы перевозчики установили в районе 2500 рублей в один конец, да, как бы. Также тарифы не регулируются, потому что... Но их же не сопровождает ни буксир, ни ледокол. Но вот теперь, почему возникает повышение цены до 5000 рублей? Потому что в период интенсивного ледохода привлекается дополнительное также средство, аэробот «Тайфун». Да? Сейчас работает 25 подушек и 10 аэроботов именно на участке близ Нижнего Бестяха, потому что подушка на резиновой основе, она не может в таких льдах перемещаться, это небезопасно. Тайфун, аэробот «Тайфун», он имеет не плоское уже дно, а килеобразное, пластиковое, и, соответственно, он может выдерживать ледовую нагрузку. И для безопасности пассажиров, да и в целом перевозчиков, применяется дополнительное судно в виде аэробота. Соответственно, идет пересадка с воздушной подушки на это судно. Это уже затраты 2 транспортных средств на одном маршруте. Кроме этого, нужно отметить, что данный период, он короткий. Об этом все прекрасно знают, и об этом уведомляется, что в период активного ледохода, пока еще ледостав не прошел, соответственно, применяются аэроботы, и цена устанавливается 5000 рублей. Эта вы ее не регулируете, эту цену? Данные тарифы также не подлежат госрегулированию. А когда переправа закроется, они еще могут поднять цены ведь? Нет, я как раз сейчас и объясню. Получается таким образом, что применяя второе транспортное судно, перевозчик несет дополнительные затраты. Эти 5000 рублей, они уже 4-й год не повышаются, они держатся на уровне 5000 рублей. Но это длится около недели или около 1,5 недели. В прошлом году это было с 24 октября по 1 ноября. Да, в этом году работы с 26 октября. И мы ожидаем, что уже 3-4 ноября уже река в том районе,
уже, ну, значит, уже замерзнет, соответственно, и активного ледохода не будет, уже, ну, будет твердая поверхность, и тогда аэроботы уже применяться не будут, и после этого снизится тариф, опять же, там, до 2,5, до 3 тысяч, ну, поэтапно он будет снижаться. Вот. Опять же, туда, еще раз говорю, на тарифы влияет себестоимость самой перевозки. Да? Перевозчики закладывают туда свои затраты по привлечению, значит, дополнительного транспортного средства, топлива на него, водительского состава, в Телеграме зарплаты. пишет зритель, почему на Чукотке аэробот стоит 500 рублей, а у нас 5000. Вот не знаю, там затраты меньше, что ли? Может быть, у них же условия такие же, или они датируют? Но я могу даже тогда привести пример, что на самом-то деле в Благовещенске через Амур расстояние 1 километр, там примерно такая же стоимость, как 5000. А у нас 8 километров. Да, у нас просто другое расстояние, а на Чукотке это участок, который, скорее всего, ведет к аэропорту, и, скорее всего, он субсидируется из регионального бюджета. А у нас не субсидируется? У нас не предусмотрены субсидии на перевозки на судах на воздушной подушке. Значит, это, значит, возможно осуществить, хотя бы, по крайней мере, для отдельных категорий граждан, в случае наличия соответствующих средств в региональном бюджете на это. То есть при соответствующих доходах, соответственно, предусмотреть эти средства. Мы, ставите вопрос? Конечно, регулярно ставим этот вопрос, чтобы хотя бы для отдельных категорий граждан такую льготу ввести и субсидировать эти перевозки. Ну, хотя бы, чтобы пенсионерам, пока в условиях объективных ограничений государственного бюджета, в том числе и санкционного давления, в целом ограничений пока бюджета. сложно. Пока, да. Вот. Вопрос зато еще открыли теплый пункт ожидания для них. Да, вот тут нужно отметить, что без привлечения государственных средств, да, значит, на той стороне, на Нижнем Бестяхе, да, построен теплый пассажирский терминал. Буквально недавно мы ввели пассажирский терминал, такой же теплый, с санузлом, с залом ожидания и на территории 204-го микрорайона. Соответственно, эти терминалы сегодня, мы получаем положительные отзывы от пассажиров, что сейчас можно тепло... 5000, но зато хоть в тепле можно подождать. Да, построена отдельная дорога, исходя из жалоб жителей 203-го, 202-го микрорайона. Выведена стоянка на территорию 204-го, построена дорога, запущен автобус, регулярные маршруты. И, соответственно, инфраструктура для осуществления таких перевозок, она, соответственно, развивается, мы продолжим ее развивать, в том числе повышать транспортную безопасность. Это тоже позволяет нам это. Но, еще раз, сегодня альтернативы по перемещению с того берега на другой нет. И не будет, пока не появится Ленский мост. Пока не построим, Ленский мост. А что, кстати, с Ленским мостом? По Ленскому мосту, кстати, нужно отметить, что возведена уже первая опора, это как один из видимых, осязаемых результатов работы над этим проектом. Ровно год назад активно... Кофердам она называется? Нет, опора. Я до Кофердама дойду. Значит, ровно год назад, 17 октября, значит, пробурили и залили первую буронабивную сваю. И за этот год активных строительно-монтажных работ проведена достаточно значительная работа. Во-первых, обустроено 4 технологических площадки с рабочими городками, с теплыми цехами, с бетонными заводами. И пробурено порядка 71 сваи на левом берегу. И на этих сваях, вот как раз эта первая опора возведена. Эта опора стоит на 18 сваях глубиной 24 метра. Для примера, опора номер 4. Значит, смонтирован кофердам высотой 17,5 метров, диаметром 36 метров. Это
такая железная металлическая конструкция, которая будет погружена в русло реки и станет после бурения там, внутри него 102 свай, она станет, и заливки его бетоном, она станет основанием для пилона, да, одного из 3 пилонов. Второй такой кофердам, уже центрального пилона, гораздо большим диаметром, и там уже 202 сваи, металлоконструкции под него уже 100% завезены, идет укрупненная сборка. А всего их сколько будет? Всего будет 3 кофердама под 3 пилона. 2 кофердама будет спущено на воду по большой воде сразу после... А вот первые обещали же этой осенью спустить. Да. Что пошло не так, и стоит ли беспокоиться о том, что сроки опять перенесутся? Нет, по срокам не стоит беспокоиться, потому что технологически принято было решение на техническом совете, что кофердам в этих уровнях воды на тот момент, на тот период, значит, во-первых, достаточных глубин не было, во-вторых, достаточно большой объем тогда длинноуглубительных работ, то есть это достаточно затрат. Эти работы будут проведены сразу же с привлечением флота, сразу 2 кофердама будет погружено сразу после... А почему перенесли-то? Еще раз говорю, уровни воды были недостаточны, соответственно, требовалось больше дноуглубления, и даже трассировка вывода этого кофердама, она тоже там большой крюк должны были сделать. Вот. Ну и на правом берегу уже тоже обустроены как бы технологические площадки, которые я говорил. Проведена вырубка зеленых насаждений, идет отсыпка правобережного подхода длиной 5,5 километров, и там из 2,7 миллиона кубов песка уже 330 тысяч отсыпано, работы продолжаются, пробурено порядка 30 значит, свай, 35, но тут каждый день цифры меняются, в целом где-то в день по 1, по 2 сваи бурится. И значит, заготовлены 100% под 376 свай, сваренные армокаркасы, буронабивных свай. И значит, до конца года будет возведена еще одна опора уже на правом берегу. В общем, подготовительные работы полным ходом. К слову, депутат Авсентьева назвала строительство Ленского моста воронкой коррупции, финансовой неразберихи, привела ряд доводов. Вот насколько это соответствует действительности вообще, насколько эти объединения существенные, что и денег федеральных мы не дождемся и так далее. Ну, мы, значит, давали официальную позицию по данной публикации. Там действительно смешали все подряд, и земельные участки, и, значит, концентрацию всех ресурсов на этом объекте, и связали это с нынешними ограничениями бюджетными, или там, может быть, и в целом надо сказать, что федеральных денег нет, да, но нужно отметить по порядку, да. Первое, по земельным участкам, которые, значит, в Табаге, да, в Старой Табаге, которые якобы кто-то в 13-14 годах специально перевел значит, вернее, ну да, собственность. Да, купил их, вернее, их в собственность, но на самом-то деле там, скорее всего, ну, во-первых, тогда проект вообще наоборот свернули, да, активно проектом Ленского моста на самом-то деле с 2018 года как бы там начали. Когда Снежный Сергеевич стал главой республики. Да, и это никак не было связано с
и перспектив там, соответственно, никто не мог там даже и предполагать. Это первое. Второе, там абсолютно разные собственники, и вопрос перевода там земель из сельхозназначения в ИЖС, это вообще абсолютно, это, наверное, администрация. Ну, это вообще говоря, вопрос мэрии, если уж да, так. мэрии, да, 13-х там годов кто-то работал, не готов сказать, но 12-х даже. Что касается концентрации всех ресурсов, то хотелось бы отметить, что на сегодняшний день не все средства еще и предусмотрены, да, и не все средства вложены, вернее, там, из государственного бюджета там, предусмотрены. На сегодняшний день только 4,2 миллиарда рублей предусмотрено из государственного бюджета, которые были направлены. Но при этом нужно отметить, что 1,3 миллиарда рублей мы получили из федерального бюджета в текущем году. И еще порядка 2 с лишним миллиардов рублей направлено. Из республиканского бюджета? Нет, это привлечено вне бюджетных средств. Вне бюджета. Да, да. К слову сказать, нужно следующее, что мы ожидаем из федерального бюджета в текущем году еще 1,3 миллиарда рублей опережающего финансирования. В этом году? В этом году, да. Вот. И рассчитываем получить казначейские инфраструктурные кредиты. Это дешевые деньги на 15 лет. От Сбера? Из федерального бюджета. Из федерального, федерального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей. Поэтому в этом году еще плюс 6 дополнительно, а не путем перераспределения из других статей бюджета. Это первое. И второй Это момент, ну и третий момент, который по источникам, что в федеральном бюджете никаких средств не предусмотрено, нужно отметить, что в федеральном бюджете, который прошел сейчас уже второе чтение и находится в открытом доступе, был согласован Государственной Думой, да, одобрен, да, и в этом бюджете с учетом текущего года, как и в распоряжении правительства Российской Федерации, из федерального бюджета предусмотрено 43 миллиарда рублей. В проекте бюджета 43 миллиарда рублей федеральных денег на Ленский мост предусмотрено? Да, абсолютно верно. Будем надеяться, что депутаты примут это бюджет. Он уже прошел второе чтение, ну, соответственно, это идет в соответствии и корреспонденции с распорядительными документами правительства Российской Федерации. То есть мост у нас все-таки появится и появится вовремя. Мосту быть. Мосту быть. Еще один острый вопрос хотелось бы проговорить. Это связано с транспортом. Да, это отмена ряда межмуниципальных автобусных рейсов. В частности, рейсы в Покровск, Намцы, в Чурапчу временно не ходят. А рейсы в Жатай остались, хотя перевозчик вроде бы один и тот же. Как так получилось и когда работа вернется в прежний рост? Ну, нужно отметить, что маршрут Якутск-Жатай стал межмуниципальным только с этого года по предписаниям надзорных органов, усмотревших, соответственно, несоответствие действующему законодательству. И нужно отметить, что Якутск-Жатай по данному маршруту почти до 1 миллиона человек перевозится на протяжении всего года, до 1 миллиона пассажиров. Да? И, конечно же, этот маршрут крайне востребован. И, безусловно, мы продолжим эти перевозки и продолжим субсидирование этих перевозок. Что касается других межмуниципальных маршрутов, это Хангаласский, Горный, Намский, Чурапчинский районы. Там, к сожалению, средств, предусмотренных в государственном бюджете на субсидирование этих перевозок, средства эти исчерпаны. В течение года мы изыскивали внутренние резервы, предусматривали средства, но вынуждены были 21 октября в связи с исчерпанием финансовых средств уже приостановить эти перевозки. Вот. Но на следующий год в параметрах, в проекте бюджета на следующего года, средства, пока, правда, не в полном объеме, но
предусмотрены, и с Нового года мы планируем возобновить эти востребованные, кстати, в том числе населением, эти перевозки. Ведь в первую очередь они, скажем, они, первое, доступны по цене, и второе – это безопасность. Ага. Но, получается, до конца этого года жители этих населенных пунктов на автобусах ездить не будут? Здесь, например, администрация Хангаласского района. Вот, может быть, муниципалитеты да, что-то делают? Администрация Хангаласского района изыскала возможность, привлекла местного перевозчика, который у них внутри района ездит, и на коммерческих, опять же, коммерческих уже тарифах, не подлежащих, не подлежащих регулированию, да, и не субсидируемых, соответственно, организовали рейсы. Якутск-Покровск. Нет, организовали следующим образом. Значит, расширили его Булгуняхтах, Максоголох-Покровск и Техтюр. Здесь они, это у них внутри муниципальные перевозки свои. И, соответственно, с Техтюр-Якутск, соответственно, это уже межмуниципальная перевозка. Понятно. Вот. Но нужно сказать следующим образом. Если Якутск-Покровск раньше условно стоил там 200 рублей, то сейчас, если учитывая вот эти перевозки с Покровска, как бы по коммерческий тариф, то... две пересадки? Да, доходит примерно около до 400, где-то там увеличение в 2 раза получилось. Потому что 2 автобуса. За 2 автобуса платить. В том числе, да. Ну и получается, Намский, Горный, тоже, если они что-то сделают, да, муниципалитеты в этой области? Да, конечно, мы готовы тут содействовать. Разговаривать, содействовать. Да, сотрудничать. И, возможно, это может быть и субсидировано и тем или иным образом и из местного бюджета в том числе. Еще вопрос про авиацию. Кстати, у нас столетие авиации же было, да, гражданская Якутия. Нет, вообще авиация Якутии в этом году. Вот это, конечно, здорово, что и летчики у нас опытные и так далее, но субсидированные билеты. Вот, что там происходит? Субсидированные, я имею в виду субсидии внутри региона, про которые в том числе глава республики на прямой линии говорил, что они должны быть. Да, авиация, по сути, по большому счету, для многих районов и населенных пунктов, да, безальтернативный вид транспорта, единственный. И здесь надо разделять тоже 2 типа. Это первый тип, это из районного центра до Якутска. Эта программа работала для арктической зоны. И здесь средства также, к сожалению, не в полном объеме были предусмотрены, но тем не менее авиакомпании, насколько смогли, до октября, соответственно, с глубиной продажи до октября свои, значит, эти рейсы выполнили, то есть продавали субсидированные билеты. И сегодня действительно там сформировалась определенная кредиторская задолженность, которую мы будем, наверное, уже закладывать на следующий год, ее погашение. И второй тип перевозок – это внутриулусные перевозки. Это от районного центра до отдаленных населенных и труднодоступных населенных пунктов, где в основном, в большинстве своем летает вертолет. И там механизм субсидирования абсолютно другой. Это субсидирование самого рейса. Если до этого там кресла субсидировались, 9-10 кресел на рейсе, то здесь это субсидирование рейса. И здесь также, к сожалению, кратно меньше было предусмотрено. Планировали, что в течение года изыщутся дополнительные средства. К сожалению, этого не произошло, но к чести, надо отдать должное, авиакомпании, соответственно, продолжили авиаперевозки, Полярная авиалиния, Алроса продолжили авиаперевозки и, к сожалению, исчерпали все свои резервы
15 сентября. И с 15 сентября субсидированные перевозки, субсидированные тарифы на эти перевозки, соответственно, прекратились, но не прекратились сами перевозки. То есть есть возможность, так же, как и раньше, по заявкам и пассажиров от населенных пунктов, соответственно, при соответствующей загрузке осуществить этот рейс, если это необходимо. И компании тут тоже пошли навстречу. Полярные авиалинии предоставили скидку на коммерческий тариф. Да? А экономически обоснованный тариф, он в несколько крат выше, чем был субсидированный. И пошли навстречу, и сегодня осуществляют эти рейсы со скидками. Да? Но это, тем не менее, все равно все-таки накладно, и не все могут себе позволить. И понимая все это, сейчас буквально вот в эти дни еще раз проводили встречи, совещания с финансово-экономическим блоком и изыскиваем сейчас, проводим работу по изысканию источников. Есть понимание, что в ближайшее время, в каком объеме пока непонятно, но в ближайшее время какие-то источники появятся. И мы планируем, что декабрьские рейсы, а особенно перед Новым годом, субсидированно мы продолжим эту программу. У нас уже время практически подошло к концу, но про дороги я так и не успела спросить. И самый больной вопрос — это трасса Мухтуя-Ленск. Очень намного вызвала в этом году перетолков. Что там, какие были препоны в ремонте этого отрезка и когда в надлежащее состояние дорогу приведут? По дорогам, значит, планы все выполнены. Я бы здесь хотел поблагодарить подрядные организации, дорожные организации. Все планы выполнены, несмотря на серьезные тоже ограничения по финансированию. Что касается самой Мухтуи, то тут проводится работа. Работы ведутся по плану. В ближайшие 5 лет 98 километров планируем отремонтировать. Проводится работа, и есть уже договоренности с отдельными недропользователями, которые будут вкладываться в эту дорогу, в том числе на отдельных ее участках. Ага, там, где она им нужна. Да. И нужно сказать, что основное препятствие – это наличие, дороговизна инертных материалов в связи с малым количеством карьеров, да, песка, щебня, которые в основном подпадают под лицензированные участки тех недропользователей, которые там представлены. И есть проблемы в получении даже просто инертного материала, или необходимо его ввести за сотни километров, да, до этого участка, что, конечно, в разы повышает стоимость. Да. Вот. Лицензиаты тоже справедливо где-то отмечают, что данные карьеры, возможно, нужны будут им для собственных нужд, потому что по законодательству данные земельные участки подпадают под лицензию, и они, возможно, сегодня пользователями являются эти недропользователи. Но работа, еще раз говорю, проводится, и есть уже несколько договоренностей о том, что несколько участков будут содержаться непосредственно самими недропользователями. А в перспективе мы ее в целом должны передать в федеральную собственность в последующем. Такая работа, практически все к этому готово, но данная работа будет вестись по согласованию, соответственно, с федеральным центром. Спасибо вам большое, Владимир Михайлович, на все вопросы ответили. Желаю вам и вашей отрасли всей успехов, и нам всем моста, дорог, рейсов субсидированных. Спасибо, работаем дальше. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина. Смотрите нас по будням в 19:15, расскажем обо всем в деталях.